Добрый день, дорогие наши слушатели. Эфир Беренчи радио продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона Ирина Егенбаева. 10 июня 2008 года ушел из жизни великий писатель и общественный деятель Кыргызстана Чингиз Айтматов. Чингиз Айтматов был награжден 46 государственными наградами разных стран. Чингиз Айтматов открыл миру бытность и духовность кыргызской культуры. Произведения Чингиза Айтматова вошли в копилку классики мировой литературы. Сегодня день, когда в читающем мире вспоминают народного писателя Чингиза Айтматова. Его не стало, напомню, в 2008 году. Нам же осталось бесценное наследие, его литературное творчество. Проза Айтматова – мир, полный истинно народных характеров и образов, трагических и радостных, жизненных ситуаций и потрясающих картин бытия. Его творчество – это бесценное духовное богатство кыргызского народа, выражение нравственности, силы национального характера. В произведениях писателя нашли воплощение всемирно-исторические события. Это Октябрьская революция, коллективизация села, Великая Отечественная война, послевоенное строительство. Поразил и поражает Айтматов читателей во всем мире тем, что в его книгах впервые с гениальной творческой мощью раскрыто неисчерпаемое богатство народной души. Оно стало объектом изображения и анализа. Народ – главный и сквозной герой айтматовского эпоса. Мы назвали сегодняшнюю программу «Чингизу Айтматову посвящается». И сейчас на прямой телефонной связи с нами народный писатель, лауреат Международной премии «Звезды Содружества», президент Национальной киноакадемии Кыргызстана, отличник кинематографии СССР, драматург Мар Байджиев. Мар Ташимович, добрый день. Здравствуйте. Мар Ташимович, вот 12 лет назад, 10 июня, ушел из жизни великий писатель Чингиз Айтматов. Каким он вам запомнился, Мар Ташимович? Ну как, не то, что запомнился, просто забыть не могу. Вот не могу представить, ну как вам сказать, что его нет с нами. Потому что я жизнь прожил рядом с ним, и я всегда плачу в этот день. Потому что за 3 дня до кончины мы встретились в кабинете, это долго разговаривали о разном, и он на 3-й день уехал и уже не вернулся. Что говорить. И творчество наше. Потом тут еще нас роднило не то, что мы современные писатели, рожденные уже, можно сказать, после 22-го съезда, шестидесятники, что вам говорить, да? А еще и судьбы, когда одинаковые почти. Он сын врага народа 30-х годов, я сын врага народа 50-х годов. Его отца расстреляли, а мой погиб в Карлаве. Мы часто, ну, как вам сказать, не скажу, что прямо дружили, но всегда были вместе, советовались, и каждый раз, когда что-то новое выходило, он звал меня, спрашивал у меня. Ну, он зоотехник по образованию, а я филолог, очень ценил мое мнение. Вот так мы с ним прожили жизнь. Вот уже 12 лет, как с нами нет выдающегося писателя современности Чингиза Айтматова, и интерес к его творчеству сегодня ничуть не ослабевает, наоборот, растет. Вот у меня есть даже статистические данные, что его книги переведены на 171 язык мира. На ваш взгляд, Мар Ташимович, вот чем можно объяснить такую невероятную популярность кыргызского писателя, который сегодня остается одним из самых читаемых художников мира? Ну, величие в том, что, вы знаете, произведений было много написано, о прошлом, о настоящем, и эпос есть. Величие Айтматова, просто скажу, как не просто как писатель, а как филолог, литературовед. Величие было в том, что он, всему миру преподнес, кто такой, кто есть кыргызский народ. Как-то, ты знаешь, вот я часто очень глубоко переживал все в политике и так далее. Все говорится о том, что кыргызы — это дикокаменные кыргызы, которые жили в пещере. И когда началась Октябрьская революция, с красным знаменем вышли из пещеры.
а это не так, потому что кыргызский народ особый народ, жил в горах, это были кочевники, ну и так далее, у нас сложная судьба. Но вот эта глубина величия народа, он отражен в монате. У нас, вы знаете, более 10 только малых эпосов, не говоря о чем-то другом. И мы поклонялись не, простите мне, это не Магомету, не Иисусу Христу, а тенгрианству. Вот эта глубочайшая, древнейшая культура, которая заложена в нравственном, в душе кыргызского народа, вот это Чыңгыз преподнес через русский язык, который мы очень рады, и счастье наше, что мы его познали, русский язык. И тогда стало всему миру известно, кто такие кыргызы, хорошо, это было так. А что сейчас происходит? Какая трагедия произошла, допустим, в годы революции, потом это в годы культа личности, Отечественной войны, и после. Вот это все Чыңгыз Черегулович отразил в своих произведениях на русском языке. Я всегда ценил его, вы знаете, он мне часто говорил, ты говоришь, когда мы же русскоязычные, говорите, на русском пишем, и лингвисты, на том и другом. Он мне всегда говорил, ты знаешь, когда работаешь на русском языке, все время знаешь, что ты работаешь на экспорт. То есть вот это величие, глубину духа нации, народа, он преподнес с точки зрения европейской цивилизации и гуманности. Если хорошенько глубже, но просто я вот сожалею, что там много трудов написано, все что угодно, только хвалят и хвалят, но мало кто врубается в суть явления. В чем величие этого писателя? Как он завоевал весь мир, можно сказать? Чем? Именно тем, что через фактуры, я бы сказал так, кыргызского народа, жизни, возьмите любое его произведение, он описывает мировую трагедию, что произошло за эти последние 100 лет, через нравственные устои, переживания, элементарные кыргызской женщины, того, что Джамилю возьмем там Толгонай. Я считаю, что высочайшее произведение под стать, так сказать, греческому эпосу, вот эта драматургия, что через судьбу вот такой женщины он преподнес трагедию мира. Понимаете? Я очень любил это произведение. И всегда, когда я выступаю, делаю концерты, пытаюсь всегда это преподнести, причем на русском языке. Но часто по-другому все там бытовухой занимаются. Я думаю, что величие Чыңгыз Черегулович именно в этом, что он с точки зрения мировой цивилизации, тут сюда и входит и религия, и, так сказать, и христианство, и тенгрианство, кем были кыргызы в средние века, и мусульманство, это все заложено в его произведениях через образы, через как будто бытовые описания, но, тем не менее, в этом есть, мы же ученики, как вам сказать, великой русской литературы, и я часто, я немножко современный, я драматург, потому что должен писать на языке, на котором говорят нынешние герои. У него, вот я всегда ловлю себя, его как филолог, что, вы знаете, его даже русская, так сказать, литература, текст, он напоминает мне Куприна, позднего Тургенева, раннего Горького. И, конечно, это в этом его величие, что и говорить. Марат Ташимович, но Чингиза Айтматова еще и называют основателем кыргызского кинематографа. Вот вы можете сейчас вспомнить, как это все начиналось? Наверняка помните. Наверняка не то, что помню, потому что так получилось, что я окончил университет в 60-м году и должен быть преподавать
русский язык, в общем-то, на юге где-то. Меня отозвали, пригласили, вот, Группа Ваншавна была величайший такой человек, она была министром культуры. Как она угадала меня, как она нашла, ну, долгая история. Мы с Рукеевым занимались в основном дубляжом, я делал там переводы текстов. И вот в 60-м году я стал редактором хроники Харасфильма. Буквально через год или два уже, когда открыли художественную, это самое, я стал первым редактором художественных фильмов. И, конечно, в первую очередь приехала Лариса Шепетько, прекрасная, покойная тоже. И они так заинтересовались повестями, рассказами Айтматова. И сразу, конечно, с этого и началось, что на базе его рассказов, но это кино имеет несколько другой язык. Потом Антон Кончаловский снял, и вот это пошло и пошло. И, конечно, до этого были фильмы, понимаете? Это был не хороший фильм, там выпускали Ленфильм и так далее, приехавшие. Но они пытались на нашем материале сделать свой фильм. А вот тут мы, конечно, Чингисхана схватили крепко и, значит, заставили, чтобы он работал на кино. Но я должен вам сказать, что он не был сценаристом. Мы бывали в разных спорах. Говорит, я, говорит, повесть написал, дальше смотрите сами. Конечно, режиссеры с удовольствием работали. Это наше поколение, шестидесятники. И вот это пошло и пошло. Марат Ашимович, но согласитесь, понять Айтматова можно и через фильмы. Вот мне сейчас вспоминается декабрь 2019 года, когда вот у нас в Бишкеке проходила ретроспектива кинокартин, снятых по произведениям Чингиза Айтматова, «Айтматов и кино», которая вот состоялась в Доме кино в середине декабря прошлого года. И вы знаете, когда мы брали интервью, особенно молодое поколение, знаете, что говорило? Что я хочу понять творчество Айтматова через фильмы. А каких только фильмов не было. Это вот «Гражданин земного шара» 2009 года Чекалиной, «Белый пароход» 1976 года Шамшиева. В общем, каких только лент не было. И вы знаете, когда я спрашивала у молодых людей, вот зачем они пришли, почему они пришли на эти фильмы, многие молодые люди говорили, я вот еще раз хочу сказать и повторить, что мы хотим понять Айтматова через те фильмы, которые вот мы увидим в рамках ретроспективы кинокартин, которая, опять же, повторюсь, была в декабре 2019 года. Ты знаешь, дитя мое, просто ты капаешь мне на болячку. Дело в том, что я Айтматова через фильм только можно его это самое проникнуться вглубь его творчества. Я скажу, что Володь Шамшиев, конечно, и в какой-то степени Телемыш Океев. Остальное я не могу смотреть, прости меня, потому что надо знать Айтматова глубже и не просто делать какие-то на эффектах там построено. Меня его фильмы, прости меня, помимо вот то, что вот здорово, как это делал Володь Шамшиев, это он, когда я был пионер-вожатым, он был у меня пионерчиком. И слава богу, вот он мог проникнуться вглубь Айтматова. Вот «Белый пароход», потрясающий, вот это, я скажу так, потому что он настолько проник. Потом очень это любил его фильм, потом снял с Чухмуровым во главе. Вот он вглубь, потому что Айтматова надо проникать в него, а не работать за счет него. Это очень много внешних эффектов и так далее. Вот просто я вам скажу, вот Джамиля, вот как вам сказать, это его юношеское, можно сказать, произведение одно из первых, но в чем там дело? Если так, по сюжету, женщина Джамиля красивая, это молодуха, муж воюет, приезжает какой-то казах, инвалид, и она влюбляется и уходит с ним, бросаясь. За это казнили Айтматова те же наши современники Аксакаловы. Как это так? Где патриотизм? Почему муж на фронте, а она там изменяет ему все это? Но величие было в том, что
как будто бы он как юный писатель говорит, что бы ни было, какая бы трагедия не постигла человечество, что любовь человека это самое главное. Сейчас, секунду. Вот. Самое главное, потому что это идет, откуда идет? Это идет из великой французской литературы. Помните? Даже возьмем там, допустим, просто Меремет, Кармен, как бы там ни было, уличная это она любовь. Потом возьмите это Дюма, Дама с камелиями, как бы там ни было, там идет любовь, ну, прости меня, проститутки юноши богатого, и это возвеличивается. Возьми того же Виктора Гюго с этой Эсмеральдой. Вот этот самый горбатый, этот сам урод влюбляется в бродячую цыганку. И в этом величие произведения. Конечно, я понимаю, что вот и Айтматов это, ну, не могли проникнуть вглубь, как это так, как. И когда вот даже, помню, в 1964 году организовали обсуждение, клеймили их позором и говорили, что вот Айтматов дурно влияет на молодежь. Мало кто, ну, вы знаете, там много если чувства зависти. В то же время до сих пор, я вот читаю много, о нем говорят и говорят, но мало кто проникается вглубь явления. В чем величие этого великого писателя? Чем он завоевал? Потому все мы пишем все, что угодно. Но, и я думаю, что вот то, что вы сказали, предисловие, что действительно трагедию века, что происходило, трагедию, я бы сказал, и радости нации, народа он умел преподнести, потому что настолько он был, как вам сказать, аналитичен к тому, что происходит и происходило в мире. Вот я думаю, этого величия. Ну и, конечно, сейчас вот я смотрю современные фильмы, ну, не знаю, я, может, старых речь не могу смотреть, потому что все время на каких-то дешевых, кто кого-то насилует, опять пистолет к виску, потом эти дуры бабы появились, которые занимаются, ну, не то, чтобы там это, ну, тяжело мне смотреть. А вот Айтматов возвеличил русскую женщину. Это не просто, потом, прости меня за многословие, в разных нациях по-разному относятся к женщине. Вот, допустим, в Великие там гаремы были, то нет. Для кыргыза женщина это величие. Это Марта Шимович. Символ нации, народа. Марта Шимович. Богиня, да. Давайте мы сейчас остановимся. Вот какова роль и место в развитии кыргызского театра Чингиза Айтматова? Да. Ну, театр тоже. Конечно, когда вот эта повесть его пошли, это было здорово, и, конечно, стали инсценировать. Ну, вы знаете, я скажу, должен признаться, потому что вот в чем. Тут по-разному сейчас там хвалят наших секретарей ЦК, того же Розакова, там, Усубалиева и так далее, ну, в нашей республике, предположим. И когда надо было, шли там борьба за крест, вот это обязательно возвращались к Айтматову и ко мне. Ну, простите, вот я вам просто пример расскажу. В 80, когда перестройка началась, по его повести «И до века длится день» поставили в Русском театре, наш тогда Крупская называлась почему-то, сейчас Айтматов в Русском театре. И поставили мою пьесу «Поезд дальнего света», по-моему, так называется. И вот, когда вот это пошло, как так, почему, что это такое, вот сняли директора с работы, объявили выговор министру культуры и так далее, и так далее. Сняли с работы этого секретаря по идеологии. Как это так? Ну, вы знаете, трагедия в том, что вот у Айтматова в огромной казахской степи не могут похоронить маленького умершего казахского старика. Это не где-нибудь, а на просторах Казахстана. Как так? О чем дело?
в том, что все превратили в аэродром. Понимаете, ядерный аэродром, и не могут казахи похоронить этого старика. Это первое. А в моем спектакле называется «Поезд». Мчится по Казахстану поезд, мчится куда-то, и никто не знает, куда он мчится. Ходит полупьяный там а куда поезд идет? И давай толбать нас. Что это такое? Почему на просторах Родины мы не можем похоронить человека? И вот Айтматов против идеологии, там, партии, правительства и так далее, и так далее. А вот Байджиев, что такое? Мы к коммунизму идем. Почему он не знает, куда идет поезд? И, конечно, его просто сняли со спектакля. Мне вообще-то сняли спектакль и объявили это самое, запретили всякое издание. Но, слава богу, это было и по его повести, которая уже опубликована на многих языках. А моя пьеса была уже поставлена тоже во многих театрах Советского Союза. А вот тут вот так вот отыгрались. Это было поводом, чтобы расправиться со своими внутренними врагами в борьбе за престол. И, конечно, я вот много смотрел. Алло. Мы слушаем, да, я на связи. Да, вы знаете, я даже вот был председателем жюри, когда вот смотрели спектакли. Ну, не знаю, я расстроился. Стараются, я вот иногда вот шучу, когда хотят согреться, одев старый чапан Айтматова. Вот я Айтматова, ну, на сцене, вот сейчас очень... Всякий эффект, тут не нужно ничего, господи. Даже вот это материнское поле, там, на сцене, представьте себе, где-то 2 тонны сена затащили. Зачем это нужно? Потому что его величие в том, что он в душе человека, не фактура. Вот такие. Потом вот это с этим Манкуртом, тоже это, там много было всяких вариаций. Он просто предупреждает: эй, люди, не забывайте, кто вы такие, откуда вы, не забывайте о Боге, о величайших каких-то человеческих достоинствах. Вот о чем он говорит. Нет, там прощай этого, просто мне тяжело об этом говорить. Это больше сердца моего. Напомню вам, дорогие наши слушатели, что сегодняшняя тема актуального разговора называется, и мы назвали Чингизу Айтматову, посвящается 10 июня, 12 лет назад, а именно в 2008 году ушел из жизни великий писатель и общественный деятель Кыргызстана Чингиз Айтматов. Он открыл миру бытность и духовность кыргызской культуры, и произведения Чингиза Айтматова вошли в копилку классики мировой литературы. И вот сейчас на прямой телефонной связи с нами, напомню, народный писатель, лауреат Международной премии «Звезды Содружества», президент Национальной киноакадемии Кыргызстана, отличник кинематографии СССР, драматург Мар Байджиев. Мар Ташимович, ну и такой вопрос. Вот вы как видите роль Чингиза Тюрюкуловича как политика, государственного, общественного деятеля, дипломата? Вы знаете, конечно, он имел большое влияние на... Мы что делали, когда вот это, вы знаете, КПСС, там, партия правительства, надо было обязательно восхвалять политику, показывать, что это величие и так далее, и так далее. Но Айтматов был, как вам сказать, умнее, мудрее многих других, и в меня в том числе. Он мог преподнести так вот, допустим, что мы делали. Вот, допустим, вот надо, вот просто очень конкретный пример. Кыргызский язык, да. И вдруг идет, значит, перестройка там началась, молдаване, особенно Прибалтика, всячески стали зажимать русский язык. Почему? Чтобы показать, что они самостоятельное государство. Другая была проблема у них. Что они, значит, сами, как говорится, для нас, если на кыргызском языке перестанут говорить, то мы потеряем себя как нация. Открытую сказать это было невозможно. Поэтому мы в таких случаях обязательно шли к Айтматову и говорили, вот то-то он с удовольствием воспринимал. Он сон делал, вот просто для меня интерес скажу. Вот пленум идет.
допустим, да, мы приглашаем членов бюро, там, ЦК, там, во главе Соболин, да. И мы говорим, вот, имеет слово, ну, конечно, он лауреат Ленинской премии, в первую очередь. Вот что делал, это вот мудрейший был политик. Уважаемые товарищи, сегодня Пленум Союза писателей, это историческое событие, мы очень благодарны, что это самое, наша партия, правительство во главе с Светлаковым Соболевичем, членов бюро пришли на это самое, оценяя величие художественной литературы. Мы начинаем хлопать стоя. И, конечно, Светлаков Соболевич кланяется, улыбается, а потом обязательно после этого говорит, ну, вот есть такая проблема. Ну, это было с Манасом также, когда она была выпустить 4-томник Сагамбая Рузватова. О языке. Вот то-то, если вот на кыргызском языке перестанут говорить кыргызы, то мы пропадем как нация. У нас совсем другая проблема. Не самоутверждение, а спасение нации и народа. И, конечно, мы хлопали, конечно, вот эти законы принимались. В этом плане он был очень мудрый человек, очень продуманно говорил. Ну, я немножко темпераментный, он спокойно, обратите внимание. И, конечно, многое сделал. То, что Манас издал под его редакцией 4-томник Сагамбая Рузватова, многое же не знали, потому что записи в фонде, они на арабском шрифте, понимаете, потом на латыни. Эти руководители, не читая, начинали там клеймить и так далее, что это националисты и прочее. Ну, поэтому отца моего арестовали за то, что он Сагамбая Рузватова в своем учебнике восхвалял. А вот он мог как-то и предысторию потрясающее там это сделано. Вот это надо отдать должное, что он не просто сидел там в своем кабинете, нет. Он был, так сказать, всегда с нами, с народом. Для него судьба народа, судьба каждого человека, как это бывало у кыргызских монахов, было общему высочайшего достоинства, настолько он любил свой народ и свою родину. Марат Ашимович, наследие и влияние творчества Чингиза Айтматова трудно оценить, да? Но вот на ваш взгляд, как историческое наследие Айтматова влияет на сегодняшнюю молодежь, на сегодняшнее подрастающее поколение? Ты знаешь, дитя мое, вот поскольку Айтматов, я бы сказал, что последователь русской литературы XIX века, ну, там, значит, да, там, Пушкина, там, Тургенев, Куприн, и даже, ну, если прийти к музыке, опять же, Чайковский, Рахманинов и так далее, и так далее. Вы знаете, он, как вам сказать, вот великий гуманист, к сожалению, вот эта рыночная экономика губит то, чего добился, к чему стремился, куда призывал великий Айтматов. Ну, как вам сказать, даже вот, простите меня, дабы Бог меня простит, и Аллах простит, даже вот в религиозных моментах, обратите внимание, они борются не за чистоту человеческого духа, а вот кто куда пролезет, потому что деньги, всюду деньги без конца. Вот. И недаром, наверное, вот он, Чернышевский пишет роман, как раз когда начался капитализм, Русская империя была на грани гибели. Кто виноват, пишет роман Герцен. А что делать, пишет роман Чернышевский. И вот это все, наверное, была трагедия века, которая отражалась в литературе конца XIX века, ранее Горький в том числе. Понимаете, вот это куда-то уходит, я тоже уже старый, просто так призывать, потом, ну, что происходит даже в нашей республике, обратите внимание, это позор, уже сколько у нас президенты, Бог дал нам вот это равноправие и так далее. Мы не можем это оценить по достоинству, к чему призывал Айтматов, конечно,
опираясь на историю, трагическую историю нашего народа. Мгм. Это то, что сейчас меня коробит то, что говорят, начинаешь спрашивать об Айтмате, что ничего не сделал. Путает его со спортсменом. Черти что, простите меня. Как это можно? Мгм. Март Я не Ашимович, знаю. мгм. Ну вот если говорить о читательских вкусах, согласитесь, они разные. Многое, может быть, зависит от возраста, социальной страты, профессии человека. И надо сказать, что Айтматова читают, когда, например, нуждаются в беседе, в кавычках с ним, когда ищут ответ или хотят услышать совет. Вы делали какое-то свое наблюдение, какое произведение писателя сегодня наиболее популярно среди вот всех? Или произведения все популярны, вот на ваш взгляд? Ты знаете, дело в том, что они не вчитываются. Даже вот обратите внимание, в любом докладе, даже от и до, упоминает там Манаса, которого мы взяли как идеологию нации и народа. Сюжета не знают Манаса. О чем идет речь? Просто цитируют. Я всегда говорю, уважаемые докладчики и так далее. Вот обратите внимание, если священник, вот отца Кирилла очень люблю это, если он говорит то от Христа, он обязательно процитирует, что он имеет в виду. Вот, от Евангелия. Или даже мусульманские наши всегда ссылаются. Это просто так, поверхностно. Не знают они. Почему? Потому что если мы хотим, чтобы он был потом, я вам скажу, разные вкусы, но надо же преподавать. Почему нам с детского сада мы изучали художественную литературу, искусство, то-то. Должно быть одно, все идущее от Бога, потому что искусство и литература – это пропагандисты божественного начала, борьба со злом, стремление к доброте и так далее, к человечеству. Иначе зачухаемся в этих рыночной экономике, что мы не сильно коробим. Март Ашимович, ну вот вы посетовали, что не знают эпоса «Манас», но надо сказать, что год назад, в июне 2019-го, была создана Национальная академия Манас и Чингиза Айтматова. И здесь какие цели? Это прежде всего сохранение, широкое внедрение в современном мире среди подрастающего поколения и всестороннее исследование духовного наследия народа, эпоса Манас и ценностей великого писателя Чингиза Айтматова. Это и пропаганда идей в мировом масштабе, воспитание талантливых, уникальных исполнителей эпоса Манас и создание условий для сохранения культурного наследия эпоса и выдающейся личности Чингиза Айтматова. Ты знаешь, это элементарная халтура. В общем-то, это Манас отдельная академия, Айтматов отдельная академия. Почему их надо соединять? Это совершенно две величайшие, так сказать, величайших художественных явлений в жизни кыргызского народа. Это все формально в кормушку превратили. Тот же комитет по языку. В кормушку для того, чтобы кого-то благоустроить и так далее. Но надо врубиться в суть явления. Что такое Манас? Это я писал неоднократно, Роза Тумбаева, давайте создадим Академию Манаса отдельно, чтобы там нету в мире, если весь фольклор, эпос собрать, то и то не хватит, потому что вы примерно знаете образование, что такое, допустим, это Махабхарата, огромное там многословие, это там, потом, Калевала более-менее там немножко, да. Теперь это сам Давид Сосунский и так далее. Это просто такие, даже Илиада, Одиссея там сравнивать с Манасом, да простите меня, Илиада, Одиссея. Март Ашимович, вот если бы меня спросили, есть у тебя любимое произведение Айтматова, я бы, знаете, как ответила? Я бы сказала так: больше всего я люблю Плаху. Почему? Потому что, на мой взгляд, Чингиз Айтматов просто гениально передал внутренний мир кыргызского народа, открыл миру мыслителя, открытого, смелого, чистого, простого, подлинного труженика. Этот вопрос я хочу сегодня вам адресовать. У вас есть любимое произведение Чингиза Айтматова? Я сказал, что я очень люблю его новеллы, повести. Но когда он начал, просто как литератор скажу, что романы, особенно Плаха, не очень. Но хотя там есть
гениальный эпизод с этой волчихой. Это гениально. А остальное, ну, после кого-то, кто знает Библию, кто читал этого русского писателя, у него тоже есть это Иешуа, по Иисусу, его гибели и так далее. Здесь ничего нового я не открыл, но вот когда он описывает эту новеллу об этой волчице, это гениально, конечно. Вот просто надо уметь подойти очень скрупулезно и очень врубиться вглубь явления. Понимаете? И, конечно, вот я, вот, допустим, люблю... Вот был интересный случай. Вот есть у него это самое, я не знаю, как по-русски называется, как дезертир, значит, в годы войны, и это сам, потом спектакль мы ставили, я был редактором тогда. Потом Белов написал, это, нет, не Белов, забыл, все уже старый. Это «Живи и помни», да, вот эти связаны. Нас даже на высшем уровне, как так? Надо патриотизм воспевать. Я вспоминаю, как Фурцева еще покойно была министром, приглашает всех нас, Айтматов тоже нас, это Союз кино. Уважаемый, вот вы знаете, патриотизм должен быть. Вы в последнее время совершенно другому стали писать. Что такое Иваново детство? Что такое, допустим, тот же Чухрая фильм, это «Баллада о солдате». О солдате, да. Да, он гибнет. Что такое? Надо патриотизм, та-та-та. Ну, конечно, мы стали возражать, что это... Дело в том, что сейчас, наконец, надо говорить правду о войне. Патриотизм в годы войны был там. Симонов писали и так далее. Можно вопрос был, ну сейчас какую трагедию испытал наш советский народ с этой войной. Сейчас вот выходит очень много материалов, кто был виноват, каким образом, какого черта этот Гитлер пошел, значит, войной на Советский Союз. Просто надо глубину знать. Вот, вы понимаете, и сейчас... И потом, ну, помните, там и Женя Евтушенко, там, это всех шестидесятник там пытались, особенно после выставки, это когда еще был Хрущев. Это просто надо уйти вглубь, чтобы показать, чтобы не было то, что произошло с народом вот с этой Великой Отечественной войной и так далее, и так далее. Чтобы не было культа личности. Марта Шимович, а вот мы с вами сегодня говорим и о патриотизме молодежи. Я очень часто слышу из уст родителей, а с каких книг стоит начать знакомство вот именно с киргизской литературой, вот именно с произведений Чингиза Айтматова. Кстати, знаете, обычно родители называют «Белый пароход». Я уж не знаю, вы насчет этого что можете сказать. Вот, например, вы знаете, я вот поражаюсь правительскому таланту писателя, когда, вот помните, да, в конце «Белого парохода» Нургазе перевоплощается в рыбу и уплывает по реке, отказываясь быть человеком. Вот почему такой трагический финал у этой пронзительной истории о маленьком человеке, который только-только начинает познавать мир? Что скажете? Вы знаете, дело в том, что в этом «Белый пароход» в это время я тоже работал над своей повестью, это об охотнике Кудряш, про Макей снял фильм. Вы понимаете, там глубина, почему-то, ну, у Айтматова немножко по-другому, но вот почему я этот фильм очень высоко ценю, вот Шамшиева. В двух словах он уходит вглубь явления человеческой истины. Кыргызский фольклор особенно. Вы знаете, там, поскольку мы были тенгрианцами, поклонялись небу, земле и воде, и жили в животном мире, можно сказать, этим, что в двух словах, вот сейчас там партии возникают, вот там это экология, спохватились. А кыргызы всегда говорят, эй, ты живешь, храни ее, как собственную семью, охраняй природу, иначе сам погибнешь. Вот о чем идет речь. Я вам просто напомню одну интересную деталь. Я из рода Бугу, это из Сысыкульска. А как-то он позвал меня, Айтматов, говорит, ай, Беркельче, я захожу, говорит, слушай, ты же, говорит, бугинец. Я говорю, да. Бугу это олень, это тотем наш.
на Иссык-Кульце. Мгм. Слушай, говорит, вчера я, говорит, только приехал с Иссык-Куля, говорит, меня пригласили в этот самый, в Талдысу. Бубницы, конечно, каменные, значит, там за Тюпом. И, говорит, я, говорит, зашел в гости, говорит, там такой, смотрю, говорит, на стене висит, говорит, голова оленя. Уже, чучело. Я, говорит, засмеялся и сказал, ой, откуда у тебя олень? И тот говорит, ой, Вайка, вы знаете, олень забежал к нам во двор, только в прошлом году. И я, говорит, застрелил его, мясо съела, из головы взял чучело. И мне говорят, как это может, вы же бубнинцы, для вас это святое. Я говорю, да. Вы знаете, чем? Мне кажется, он какой-то пришелец. Иначе бубнинец никогда бы себе не позволил вот так богине, которая пришла во двор, это великое счастье, убить и из головы сделать чучело. Он посмеялся, он был очень сдержанный, погладил свой подбородок, потом вот это вот повесть создал. Вот такой он был человек, который из жизни брал все материалы. Все его трагические повести, рассказы, они обоснованы, они не придуманы. Он брал реальность, и из этой реальности создал художественное произведение. И всегда добивался своего. Потому что врубал свою точку зрения, почему так случилось, кто в этом виноват. Вот я почему, вот когда смотрю какие-то фрагменты, потом я тоже сейчас готовлю сделать такой диалог матери земли Святой Столбанай, потому что в одном условии все трагедии века земли проходят через судьбу женщины, матери. Вот Толганай, обрати внимание, она прекрасная семья, там муж, дети, все кайфуют, все погибают, понимаешь, в чем дело? И в конце концов она утешается тем, что ее невестка, какой-то проходимец там изнасиловал, и вот этот ребенок, как это могло случиться так, что цветущая, потом она там и колхозом занимается, она целое дело. Вот так утешается, что есть у нее вот этот мальчик, рожденный невесткой, это не родной мальчик, от какого-то проходимца на берегу и так далее, так далее. Кто виноват в этой трагедии? Конечно, Гитлер и Сталин, что тут говорить? Март Ашимович, и последний вопрос. Вот в чем, на ваш взгляд, заключается феномен Чингиза Айтматова? Может быть, он заключается как раз в том, что в своем творчестве он объединяет три жизни. Свою, жизнь своих героев и жизнь миллионов читателей. Или у вас ответ на этот вопрос совсем другой? Нет, дело в том, что, я еще раз повторюсь, он через свою личную судьбу, вот то, что он до человека длится день, там это культичный, то. Он описывает трагедию века и времени через героев своих. И находит этих героев. Тоже Великая Отечественная война, тоже культ личности, что бы там ни было. То, что было вообще с человечеством, что происходит. Обратите внимание, сейчас все время, не знаю, на слово смотрю, ой, надо спасать. Если по потеплению, наводнение пошло, ливни, то-то, что с природой надо жить в полном согласии и спасать, чтобы жить дальше. Вот о чем идет речь. И он в этом плане, конечно, очень глубоко смотрел на жизнь. Не просто ради того, чтобы что-то создать. Сейчас у меня бесит. Спасибо. Спасибо вам, Март Ашимович. Время нашей программы, к сожалению, завершается. Спасибо, что вы сегодня приняли участие в нашей программе. Я напомню вам, дорогие наши слушатели, что на прямой телефонной связи с нами был народный писатель, лауреат Международной премии «Звезды Содружества», президент Национальной киноакадемии Кыргызстана Мар Байджиев. Напомню, что 10 июня 2008 года ушел из жизни великий писатель и общественный деятель Кыргызстана Чингиз Айтматов. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио.